Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем крупный пожар на улице Тунакова в Казани. Да тут стойбище бомжей было, поэтому, скорее всего, от них. И мнение жителей соседних домов о его причинах. Расскажем, как и почему на улице Ершова перевернулась «Лада» под управлением 18-летнего водителя. Но он нас переплюнул. 100%. Да. И погони за 12-летним водителем «Тойоты» в Лениногорске. А также отвлекся от дороги и врезался в пешеходный переход. И гибель мужчины на пожаре в Бугульме. Это и не только прямо сейчас. Сараи вспыхнули ночью на улице Тунакова в Казани. Пламя разгорелось быстро, дымом заволокло ближайшие улицы. Владельцы сараев говорят, что давно ими не пользуются. Когда строили дома, к каждой квартире прилагалось дополнительное помещение для хранения всего того, что дома не так нужно, а выкинуть жаль. С тех пор хозяева жилья не раз поменялись. Сараи пришли в ветхое состояние, их забросили, а после облюбовали люди без определенного места жительства. Там бомжи жили. Надо сказать, человек, Жительница ближайшего дома сильно переживала за обитателей полусгнивших сараев. Не может точно сказать, сколько человек в них жили, но все как родные. Рассказывает, часто ругалась с подростками, которые неоднозначно намекали людям без определенного места жительства сменить дислокацию. Я стала им делать замечания, чтобы они их не трогали, потому что я их подкармливаю. Но им негде жить, да? У меня есть просрочка, да? Эту просрочку я им несу, да? Ну, я буду, что ли, кушать? Я пакетами им несла. Они мне говорят все время спасибо, спасибо. Из-за них, считают соседи этой женщины, и горят эти сараи уже который раз. Помнят несколько крупных пожаров. По мелочи, рассказывают, горит постоянно. Да тут стойбище бомжей было, поэтому, скорее всего, от них. Не знаем, сами не знаем. Это третий или четвертый пожар. Они с помойки вот выкидывают старую мебель, они все к себе тащили. У них там целая была, ну как, квартира, не знаю что. Вот, поэтому мы думаем так. Мимо просто проходила тут, вот, позвонила. А ты как узнал? Да. Ты как узнал? В окно посмотрел и узнал. Версию, что огонь разгорелся из-за обитателей этих сараев, поддерживают не все. Ряд жильцов считает, что тут просто освобождают территорию под дальнейшую застройку. Место слишком хорошее, в шаге от крупных транспортных узлов, но при этом тихо, как за городом, все в зелени и нет проблем с парковкой. А потому что мы мешаем, наш дом хотят снести, а мы не даем. Они нам квартиры не хотят давать. Так вот, под кусты нас хотят. Это все ерунда, мне кажется. Ну кто будет специально бегать и жечь? Не знаю. Вряд ли. Огнем были охвачены все деревянные постройки. Нетронутыми пламенем остались, пожалуй, только кирпичные, также давно неиспользуемые гаражи, стоящие по краям. Сложность при тушении была даже не в площади возгорания, а в наличии подвалов и погребов в некоторых сараях. Но препятствием это не стало, и вскоре пожарные справились с открытым огнем. Вероника Гайнуддинова, Константин Бушуев, Вызов 112. 41-летний мужчина сгорел заживо в собственной квартире в Бугульме. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 4 часа 32 минуты. До приезда огнеборцев из дома эвакуировались 11 человек. Пожарные на месте обнаружили, что горит мебель и потолочное перекрытие в двухкомнатной квартире одноэтажного дома. За полчаса огонь потушили и во время разбора сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Крупная авария произошла минувшим вечером на улице Ершова в Казани. Там столкнулись 4 автомобиля. Один из них, единственная отечественная легковушка, опрокинулась на крышу. То, что никто в этом столкновении не получил ни царапины, сами водители считают большим чудом. Но он нас переплюнул. 100%. Да. Просто, получается, в прошлом летом тоже перевернулись на Ларгусе. В антирейтинге последствий аварии они отдали своему товарищу безоговорочное первое место. Год назад они просто поставили машину на колеса и поехали дальше. Эта «Лада» дальше никуда не поедет. Ее мысленно уже разобрали на запчасти. Вот кусок трубы я бы не выкупил бы задницу. И, в принципе, я зацепил его. Но он нас переплюнул. В этой аварии никто не пострадал. Даже водитель и пассажир «Лады» не получили ни царапины. К слову, за рулем 18-летний молодой человек буквально считанные дни.
Вообще все четко. И водители 3 автомобилей, и очевидцы в один голос говорят, вина в этой аварии лежит на водителе Hyundai Creta. Он стал разворачиваться. За кроссовером двигались 2 Форда, белый и синий. Лада ехала им навстречу. Он вот оттуда ехал, получается, вот Крета выезжает, он ее объехал, фокус. Не-не, он ее не объехал, он в нее ударился. А, он в нее ударился, вот ударился. фокус едет, а фокус ударился, вот так на крышу приземлился. Да. Hyundai Creta, как говорится, не уступил дорогу, 14-ю задел и 14-й мне прилетел. Белый Форд фактически спас Ладу от вылета на встречную полосу, где в это время было много машин. После столкновения с ним Лада перевернулась и полетела прямо в лобовое стекло синего Форда. Его водитель вовремя среагировал, сдал назад, и Лада лишь слегка задела капот иномарки. Вину признали? Ну, как, пока что не знаю. Что-то они там разбираются. Что-то разбираются, но вот этот факт очевидный, как по мне. По предварительным выводам автоинспекторов, вина в аварии лежит на водителе Hyundai. При совершении маневра он должен был убедиться в его безопасности. Но и скорость у Лады, вероятно, была куда больше – 40 км в час. Но окончательную степень вины каждого из водителей будут определять на детальном разборе аварии. Лина Знатульна, Константин Бушуев, вызов 112. 12-летний подросток за рулем минивэна пытался скрыться от автоинспектора в Лениногорске. Водитель «Тойоты» не подчинился требованию об остановке и только увеличил скорость. Сотрудники ГИБДД пустились в погоню. Уходя от преследования, водитель неоднократно нарушал правила движения. Врезался в забор, но это его не остановило. Потом он снес дорожный знак и светофор и врезался в столб. После этого водитель выскочил из автомобиля и попытался убежать. Но автоинспекторы его догнали. Тогда и выяснили, что машиной управлял 12-летний мальчик. В момент столкновения он получил травмы. Его госпитализировали в Челнинскую больницу скорой помощи. Сейчас стражи порядка устанавливают, каким образом он оказался за рулем минивэна и чей это автомобиль. 34-летняя пассажирка «Рено» серьезно пострадала в результате аварии на пересечении проспекта Ямашева и улицы Мусина. Медики на носилках донесли ее до кареты скорой помощи и госпитализировали. По предварительным данным, у нее сломано 5 ребер. Как установили автоинспекторы, водитель «Рено Логан» ехал по левой полосе. На перекрестке отвлекся на пассажирку и не заметил, что полоса огибает подземный пешеходный переход и смещается вправо. Вместо того, чтобы двигаться по ней, он поехал прямо и врезался в ограждение перехода. Машина принадлежит организации. Помимо возмещения им ущерба, водителю также придется оплатить простой трамваев. Слушание дела о пропаже в 2016 году из банка больше 14,5 миллионов рублей стартовало сегодня в Новосавиновском суде Казани. Тогда среди наличности обнаружили билеты банка приколов. Сначала подозрения пали на инкассаторов, но их вина не подтвердилась. Тогда обратили внимание на кассиров, вернее одну, которая просто исчезла вместе с мужем. Главная подозреваемая практически все это время находилась в розыске. Ее задержали только год назад. Свою вину женщина не признает, а пропавшие деньги до сих пор не найдены. Светлана Астафьева скрываться привыкла, накопила в этом немалый опыт. Судебный процесс стартовал через 7 лет после пропажи денег из банка. 6 из них она пряталась. Астафьева в 2016 году, осуществляя трудовую деятельность в одном из банков города Казани, совершила хищение денежных средств более чем 14 миллионов рублей. Астафьеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей вменяют присвоению или растрату средств в особо крупном размере, а максимальное наказание по данной статье до 10 лет лишения свободы. Деньги, к слову, до сих пор не найдены. По версии следствия, в 2016 году она, работая кассиром в одном из банков Казани, подменила без малого 14,5 миллионов рублей на билеты банка приколов. Фальшивки обнаружили в головном офисе финансовой организации. Началась проверка. Подозрения сначала пали на инкассаторов, но они получают деньги в закрытых сейфах и доступа к ним не имеют. И тогда взоры проверяющих обратились к кассирам. И тут выяснилось, что одна из них, Светлана Астафьева, пропала вместе с мужем. А до этого переписала свою квартиру на сына. Ее искали почти 6 лет. Удалось обнаружить случайно, благодаря камерам наблюдения. Система распознавания лиц зафиксировала похожий образ в храме Петербурга. Оперативники направились туда и задержали подозреваемую. Ее супругам доставили в Казань. Свою вину подозреваемая не признала. Ее супруг проходит по делу свидетелем. Как человек может себя чувствовать, который в СИЗО уже целый год? Не признает, оказывается. Под арестом женщина с момента задержания. Сегодня в ходе заседания обвинение просило продлить ей срок пребывания под стражей еще на 3 месяца. Адвокаты подсудимые были против. Причастность ее к совершению данного преступления еще необходимо проверять. В связи с этим полагаем, что
Столь суровые меры пресечения в виде как заключения под стражей в настоящее время нецелесообразно. Подзащитный никуда не собирается скрываться, никуда не собирается уезжать, не имеет заграничного загранпаспорта. В связи с этим прошу изменить ее на более мягкую в виде домашнего ареста. Хотела бы более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Сегодня суд продлил меру пресечения Светлане Астафьевой на 3 месяца и отложил рассмотрение дела по существу на 14 июня. Нафиса Минязова, Игорь Романов, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.